День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Оренбургской области из зоны паводка эвакуировали свыше 13 тысяч человек. На гидропостах фиксирует постепенное понижение уровней воды. Якутяне тем временем продолжают оказывать помощь жителям Оренбуржья. В пункт сбора помощи приносят теплые вещи, воду и продукты. Столичные коммунальщики испытывают новые способы борьбы с лужами. Расскажем, какое ноу-хау внедряют специалисты. Валовый региональный продукт Якутии по итогам минувшего года превысил 2,3 триллиона рублей. Республика сохраняет макроэкономическую стабильность. Порядка 10 тысяч вакансий представили на ярмарке «Работа России». Она прошла сразу в нескольких крупных городах региона. Более 13 тысяч человек эвакуированы из зоны паводка в Оренбургской области по информации правительства региона. 1239 человек, в том числе 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного размещения граждан. Для них организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия. Кроме того, перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных. По состоянию на вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплено 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка. С большой благодарностью, потому что никто не пришел на помощь. Дом тонет, все тонет, вещи тонут, техника тонет. Я сама мама-одиночка, 2 детей. Вот. Помощи ни от кого ждать не приходится. Спасибо большое, честно. Неравнодушные якутяне инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, где в результате весеннего паводка были подтоплены сотни домов, а тысячи людей вынуждены были переехать к родственникам или в пункты временного размещения. Любой житель региона может внести свой вклад в дело помощи Оренбургской области. Гуманитарную помощь принимают по адресу Курашова, 24, кабинет 405. В районах помощь принимают в администрациях. Я очень надеюсь, что предприятия республики, жители нашей республики присоединятся к сельской операции, и помощь со всей страны будет оказана городу Орску, Оренбургской области, чтобы все это быстрее закончилось, восстановительные работы еще будут, и чтобы люди в первые минуты, оказавшись в трудной ситуации, они чувствовали помощь нашей граждан. Отмечу, что Якутия, первый из субъектов Дальневосточного федерального округа, начала сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, которые столкнулись с критическими паводками. Конечно, мы, якутяне, да и все россияне, мы всегда сплачиваемся вокруг сложных проблем, поэтому мы должны быть едины. И радует то, что приходят в этот штаб простые жители города Якутска, которые душой и телом испытали некоторые сами вот такие сложные моменты в жизни, и тоже неравнодушные люди им оказывали помощь. Конечно, в первую очередь мы все знаем по своей практике, что нужны постельные принадлежности, товары первой необходимости, также продукты первой необходимости. Накануне свой вклад в общее дело внесли сотрудники УФСИН. Они передали продукты длительного хранения, средства гигиены, электрические приборы и другие необходимые товары. Коллектив УФСИН России по Республике Саха-Якутия регулярно участвует в благотворительных и волонтерских проектах. Сегодня мы привезли в открывшийся в городе Якутске пункт сбора гуманитарной помощи, продукты длительного хранения, средства гигиены, электрические приборы и другие необходимые товары. Все это мы приобрели для людей, которые пострадали от паводка в Оренбургской области. Искренне надеемся, что наша помощь поможет им справиться с непредвиденной ситуацией. Тем временем в 54 российских регионах объявлен пожароопасный сезон. Из них в 15 действует особый противопожарный режим, при котором запрещены даже прогулки по лесу. Около 90% всех лесных пожаров весной – дело рук человека. По предварительному прогнозу, повышенная вероятность возникновения лесных пожаров летом из-за температурных аномалий и осадков возможно на севере Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов, северо-западе Якутии, востоке северо-западного, северо-востоке Центрального и Уральского федеральных округов.
Тем временем в республике снижена грузоподъемность на региональных ледовых переправах через реку Лену, понижена грузоподъемность проезда транспортных средств общим весом до 30 тонн на ледовом автозимнике Хатасы-Павловск и сезонной дороге Кангаласы-Сотенцы до 20 тонн на территориях Якутска, Мегино-Кангаласского и Салданского районов. Напомню, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. Ну а на реке Лене ведутся работы по ослаблению прочности льда. Подобные мероприятия ведутся с целью предотвращения образования заторов на реках, а также обеспечения безопасности пропуска весеннего половодья. Подробности знает Аманотов. Схемы проведения работ были рассмотрены в конце января текущего года на научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления. При проведении работ ослабляют прочность льда. При первоначальном этапе паводка у нас вот этот большой объем ледовой массы, который здесь, оно должно пройти вот через узкое место водного объекта, в данном случае реки Лена, чтобы оно прошло без заторных явлений. Но если затор, то получается у нас затопление населенных пунктов. Данное мероприятие уже проводим больше 10 лет. На сегодняшний день проведено зачернение на 137 из 213 гектаров на реках Алдан, Амга, Нюя, Топка. Также на реках Лена и Колыма расчищено от снега и торосов 270 из 485 гектаров. Зачернено 103 гектара. По распиловке расчищено 14 километров от снега и торосов. Мы работу проводим согласно проекта, который имеет положительное заключение госэкспертизы, и там четко указано, работа проводится, там зачернение проводится речной песок со смесью от угля мелкой фракции. А распиловки льда у нас проводятся в виде ромбиков, и они направлены именно по течению вниз, скажем, да, и чтобы в первых подвижках именно по ромбикам, где проведены распиловки, да. Специалисты отметили, что на этой зоне реки к распиловке подлежат 2 участка протяженностью в 13 километров, а к зачернению 4 участка с общей площадью в 47 гектаров. Тулагина где-то 8 ромбиков, и там за Кангаласами в сторону Нанцев 5 ромбиков будем пилить. Каждый ромбик по километру, один периметр составляет 250 метров каждый. На выполнение предупредительных противопадковых мероприятий по ослаблению прочности льда на 2024 год из федерального бюджета выделено 49,9 миллиона рублей. Срок завершения работ в соответствии с государственными контрактами на реке Лена до 17 апреля. Аманотов, Ильяс Ремятников, Кангаласский район, Якутск. Тем временем в Центральной Якутии планируют закрыть ледовые переправы с 15 апреля. В этот день из Якутска начнут курсировать катера компании «Ленатранс». Бригада начнет свою работу полноценно после 20-х чисел месяца. После воздушной подушки «Ленаводсервис» будут курсировать по переправам Якутск-Нижний Бестях, Кангаласы-Сотенцы и Хатасы-Павловск. Тарифы компании сохранятся на уровне прошлого года. Билет на одного пассажира будет стоить от 2000 рублей. При сложной паводковой обстановке стоимость проезда может повыситься до 2500 или 3000 рублей. Суда на воздушных подушках будут работать ежедневно по графику с 7 утра до 8 часов вечера. Ну а якутские коммунальщики продолжают борьбу с лужами, главной проблемой апрельского потепления. В этот раз к ним на помощь приходят самые современные технологии. Какие, расскажет Вероника Таюрская. В Якутске потеплело, а значит, появились лужи, требующие незамедлительной откачки. С начала сезона силами коммунальных служб было пропарено свыше 13,5 тысяч погонных метров водоотводных труб. Всего к работе привлечено 10 насосных станций и 34 ассенизаторских машин, в числе которых и машины жилкомсервиса. Сейчас у нас идет интенсивная откачка. У нас на линии работает около 18 машин, выходит каждый день. Откачиваем порядка 1000-1200 кубов в сутки. У нас есть реестр заниженных мест, это более 200 адресов, то есть это весь город покрываем и каждый день отрабатываем. Несмотря на то, что заявка по откачке лужи была подана по улице Ленина, сотрудниками жилкомсервиса и мэрии Якутска была выявлена еще одна лужа.
откачка по которой ведется в настоящее время. По меркам сотрудников жилкомсервиса эта лужа является довольно-таки средней по глубине. И мы сейчас можем наблюдать, как происходит откачка воды. В целом за вчерашние сутки у нас территориальными органами управления откачано свыше 1300 кубометров. Также МУП-жилкомсервисом 1200 кубов. Сейчас мы находимся вот на Тимирязево-Срода перекрестке. Дорабатываем вчерашнюю оттайку, чтобы у нас ситуация нормализовалась. Прием заявлений по откачке талых вод осуществляется через единую диспетчерскую и через социальные сети. Кроме этого, в нынешнем году предприятие «Жилкомсервис» получило доступ к городским камерам видеонаблюдения, позволяющий точно определить нахождение луж. В предыдущие годы какая проблема была? Приходит заявка, мы ее отрабатываем, потом она приходит повторно. То есть мы машину отправляем, и тем самым бывает такое, что мы на сухое место отправили машину. Это называется холостой рейс. И чтобы такого не было, мы получили доступ к камерам, и перед тем, как отправить машину на заявку, мы обязательно ее проверяем. То есть диспетчер смотрит по камерам 24/7 круглосуточно и уже определяет, есть ли там вода или нету. Если воды нету, соответственно, мы эту машину отправляем уже по другому маршруту. Тем самым мы экономим ГСМ, время и, конечно, улучшается работоспособность АСМ. Всего за зимний период на снежный полигон вывезено свыше 670 тысяч кубометров снега. Но несмотря на это, битва за сухие места продолжается. Вероника Таюрская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Итоги недели мы продолжаем. Арктика очищается. Порядка 80 тонн различного металлолома прибыло в Якутск из Алайховского и Устьянского районов. Сбор, перевозка и переработка металлолома производится в рамках проекта «Чистая Арктика». Подробности в следующем сюжете. 4 грузовика полностью набиты грудой металла. Собранный еще в прошлом году, металлолом привезли в столицу для сдачи в пункт приема. Для его перевозки понадобилось около 6 дней, за которые грузовики преодолели более 2500 километров. Это как просто металлический мусор, бывший частью какой-либо конструкции, так и части техники, от гусениц и корпуса до частей двигателя. Все это сейчас проходит обработку здесь, в Якутске, для дальнейшей его транспортировки. Рабочие приемного пункта в количестве 6 человек используют бензорезы для распиловки металла на части, для последующей погрузки и сортировки. Дополнительно им помогают экскаваторы, ломовозы и краны. Приезжает машина на производственно-заготовительный участок на наш, разгружается средством автокраном, потом перерабатывается лом, перерабатывается резчиками, врезается в определенные габариты, грузится в контейнер и отправляется на завод. Работы по сбору металлолома и уборке мусора велась в Алайховском и Устьянском районах. Участие в сборе принимали не только рабочие компании, но и волонтеры из числа местных жителей. Там с советских времен очень много скопилось металлолома на всех практически территориях. Работа далее будет продолжена, и на месте очищенной территории Янолова построят спортивную площадку для местных жителей Селеса и Луксигнесского населения. Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году. За это время было перевезено и обработано более 800 тонн металлолома и убрано порядка 33 гектаров земли. Именно проект «Чистая Арктика» заключается в том, чтобы металлолом, который собран, должен быть доставлен до места, где он будет переработан. Ну и так как здесь остается металлобазу местную, то отсюда уже этот путь будет уже далее уже на завод. После обработки металл рассортируют по контейнерам для дальнейшей транспортировки в Комсомольск-на-Амуре, где его переплавят. Работа будет продолжаться в течение года. В дальнейшем запланированы выезды в Устьянский, Булунский и Верхоянский районы. Тимур Калмогоров, Иван Саракумов, Якутск.
Малоимущие ленчане получают существенную поддержку от Управления социальной защиты населения. Направлений, по которым можно получить помощь, много. Основные – это преодоление трудной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. У семей должен быть статус малоимущих и участок в собственности. Еще одно направление – это поиск работы. Такую помощь могут получить нетрудоустроенные граждане. Выплаты составляют от 350 тысяч рублей и выше. В прошлом году помощью воспользовалась лишь одна девушка. Она прошла стажировку, ее возместили работодателю. На сегодняшний день она успешно трудится. С прошлого года добавилось еще одно направление – это индивидуальная предпринимательская деятельность для инвалидов трудоспособного возраста. Это касается только тех граждан с ОВЗ, которые прошли профобучение. В основном мы стараемся охватить семьи с детьми, которые находятся либо в социально опасном положении, либо семьи, которые уже конкретно признаны семьями в трудной жизненной ситуации, которые у нас стоят либо на учете с РЦДМ нашим, либо которых мы сами знаем, которые к нам, ежегодно мы все равно наши получатели уже знаем и стараемся таким первоочередно помогать. Есть у нас также направление, в котором участвуют семьи с инвалидами. Допустим, если это ребенок-инвалид, либо заявитель сам инвалид, там выплаты до 4 ВПМ, до 4 прожиточных минимумов. То есть в течение 4 месяцев они также получают полную сумму и отчитываются ежемесячно. Новые прорывы в медицине. В Якутии теперь используют современный метод удаления грыжи. Благодаря ей сложнейшая операция на позвоночнике теперь занимает около часа, а пациенты выписываются в среднем через 4 дня после хирургического вмешательства. Тему продолжит Дарья Короленкова. С новым методом лечения якутские хирурги теперь могут позволить пациентам двигаться без боли. Эндоскопическую операцию начали делать в центральной больнице совсем недавно. В процессе используется эндоскопическая стойка и специализированный инструментарий, позволяющий обеспечить прямой доступ. Эта операция она проводится можно проводить под местной проводниковой анестезией спинальной, и она проводится под эндоскопическим контролем, то есть с одного разреза, тем самым обеспечивая малоинвазивность, так называемую. Лучше, чем обычная операция, так как сокращаются сроки пребывания пациента в стационаре, где-то в 2 раза практически. То есть на 4-е сутки можно его выписывать. Все происходит через прокол с диаметром несколько миллиметров. В ходе операции в межпозвонковое отверстие вставляют тубус – специальную трубку, через которую удаляют фрагменты межпозвоночного диска. Это малоинвазивное, то есть мы не воздействуем на костную структуру, и тракция нервных структур она в меньшей степени происходит, и может отсутствовать в этом виде. Татьяна Николаевна поступила с диагнозом остеохондроза с выраженным болевым синдромом. У нее была поясничная крестовая грыжа. Ей уже провели операцию, и сейчас она уже свободно может передвигаться без каких-либо проблем. Немножко подтягивала сзади поясницу. Так на обезболивающих. Нормально, хорошо. Игорь Спартакович меня успокоил, говорит, все будет хорошо, вырежем мы тебе твою грыжу. Нормальный образ жизни, вернешься к нормальному. Благодарю Игоря Спартаковича, что взялся за мое лечение. Надеюсь, что будет все хорошо. До конца года врачи планируют провести порядка 100 таких операций на бесплатной основе. Благодаря новому оборудованию будет расширяться эндоскопические операции не только на позвоночнике, но и на головном мозге. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Алданском районе идет массовая ревакцинация взрослого населения против дифтерии. Мероприятия по поддержанию поствакцинального иммунитета проводятся каждые 10 лет. Напомню, дифтерия свирепствовала в Южной Якутии в первой половине прошлого века. Побороть инфекцию удалось благодаря иммунизации. Сегодня заболеваемость не носит массового характера, однако угроза ее распространения полностью не ликвидирована. И как и 80 лет назад, самой надежной защитой остается вакцинация. Минздрав призывает сделать ревакцинацию всем жителям республики, ранее непривитым и со сроками более 10 лет. Передается она воздушно-капельным путем, поэтому группы риска мы все подлежим как и от кори, так и от дифтерии. Она идет в комплексе противостолбнячной вакциной. Там я всех предупреждаю: травмы, порезы, укусы. Это все профилактика против столбняка.
В сердце Дальнего Востока расположился медицинский центр ДВФУ. Какую роль играет центр в общем здравоохранении региона, расскажет Лиана Михайлова. Медцентр включает в себя 18 лечебно-диагностических отделений. Для лечения пациентов врачи медкомплекса используют все существующие инновационные методы лечения. Например, роботические операции на роботе да Винчи. Медицинский центр, как говорит главный врач, активно сотрудничает с 11 регионами Дальнего Востока, что ставит его в лидирующее положение в сфере медицинской науки и практики, благодаря постоянному обмену знаниями и опытом с партнерами. В прошлом году мы выполнили 11,5 тысяч операций. То есть, по сути, мы вышли за пределы нашей проектной мощности, когда нас открывали 10 лет назад. И, конечно, учитывая большой лист ожидания пациентов, которые хотят прооперироваться у нас, мы идем на расширение наших технических возможностей. То есть мы закупаем оборудование, мы покупаем второй МРТ, компьютерный томограф, мы расширяем наш операционный блок на 3 операционные, мы строим научный блок, в общем-то, да, совместно со школой медицины и наука жизни. 85% от всей деятельности комплекса занимает хирургическая активность. Начиная с 2014 года специалисты клиники провели более 70 тысяч хирургических вмешательств. В комплексе расположено 9 операционных палат. Ежедневно, по словам Игоря Нелюбова, проводится 35-40 операций по самым разным направлениям. Операции проводятся у нас в режиме фактически 24 часов. То есть загружено и дневное, и вечернее время. Используется у нас все современное эндоскопическое оборудование ведущих европейских производителей. Роботический комплекс да Винчи используется у нас. Операции мы проводим на самом высоком уровне, на самом лучшем оборудовании, которое имеется в настоящее время у нас в стране. В отделении отоларингологии занимаются профилактикой, диагностикой и лечением органов дыхания и слуха. Врачи этого направления выполняют коррекцию патологий, вызванных нарушениями в работе вестибулярного аппарата. По словам Станислава Ищенко, пациенты должны своевременно предотвращать появившиеся заболевания, чтобы избежать возможных осложнений. В нашем центре представлено достаточно большое количество современного оборудования. Это радиоволновое оборудование, электрохирургическое оборудование, это лазеры, это специальные аппараты для удаления опухолей и полипоза, так называемый шейвер или микродебридер. Все это делается за 1-2 дня. Пациент с лор-патологией, который знает, что она присутствует, должен ежегодно, постоянно наблюдаться у лор-врача. Передовые технологии, широкий спектр специализаций врачей – вот что требуется пациентам. Лиана Михайлова, Владивосток. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Валовый региональный продукт Якутии по итогам минувшего года превысил отметку в 2,3 триллиона рублей. Рост экономики в республике при этом составил 103,5% к 2022 году, а индекс промышленного производства – 100,8%. По словам специалистов, ключевым итогом минувшего года стало сохранение макроэкономической стабильности. Как отмечают экономисты, из года в год в Якутии обновляются рекорды по добыче нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. По оценке 2023 года в экономику региона привлечен рекордный объем инвестиций в основной капитал – 739,5 миллиардов рублей. Благодаря проекту «Территория опережающего развития» у производителей есть возможность освободиться от налогов на прибыль, имущество и землю. Одной из таких является инвестиционная площадка «Капитоновка», которая занимается производством местных товаров, сэндвич-панели, асфальтовых смесей и полиэтиленовых труб. С ходом работы территории ознакомилась и наш корреспондент Дарья Короленкова. Площадка «Капитоновка» сегодня располагает у себя несколько помещений для резидентов. В одном из них работает производство Якутского котлового завода, где производят твердотопливные, газовые и промышленные котлы. С каждым годом линейка продукции завода пополняется новыми разработками. Так, у компании есть новая линейка водогрейного котла центрального отопления «Кута», адаптирована под климатические особенности Якутии.
Мощность у него 1,2 мегаватта. Мы в прошлом году с нашими инженерами спроектировали и именно такой котел, который отвечает всем необходимым требованиям для бесперебойной работы в условиях севера. И сделали там очень много конструкторских изменений и деталей, которые способствуют увеличению срока службы и для работы именно от нашего бурого угля. Все резиденты, которые принимают участие в проекте, имеют благоприятные инвестиционные условия, которые включают в себя налоговые льготы и иные административные преференции. Кроме того, им предусматривается множество преимуществ для развития своих бизнес-проектов. Налог на имущество. Первые 5 лет – это нулевая ставка, с последующие 5 лет налоги предоставляются со скидкой 50%. По страховым взносам ставка также льготная, она составляет 7,6%, а также предоставляется льгота по НДПИ в зависимости от коэффициента, там коэффициент от 0 до единицы. Инфраструктура на объектах обеспечена всем необходимым для производственной деятельности. Все помещения универсальные, специально построенные под производство. Они обеспечены электричеством от 100 киловатт, водоснабжением и канализацией. Благодаря таким условиям предприниматели могут брать помещения в аренду в комфорте. Больше 8 миллиардов фактически уже вложено резидентами, в том числе вот на такое красивое, мощное современное оборудование. Вот, и мы оказываем весь комплекс, можно сказать, возможностей поддержки резидентов. Совсем скоро готовится открытие еще одного объекта под универсальное производственное здание. Его ввод позволит увеличить инвестиции и создать новые рабочие места. Площадь квадратуры для размещения бизнеса была увеличена. Теперь в здании 6 помещений по 250 квадратных метров, что позволит резидентам работать еще в большем объеме. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. В преддверии Всемирного дня охраны труда в компании «Транснефть Восток» состоялся корпоративный конкурс. Наша съемочная группа в Нейрингре следила за всеми этапами соревнований. День безопасности труда прошел в компании «Транснефть Восток» и собрал 10 команд из числа работников Иркутского, Нейрингринского, Ленского районных нефтепроводных управлений и специализированного транспортного управления. Знание безопасности труда, безусловно, это очень нужные необходимые знания. То есть в данном случае любой работник должен знать, то есть это пригодится всегда и в быту, и на работе, и где-то в поездках, где-то можно столкнуться с каким-нибудь ДТП, да, где-то можешь помочь человеку. Безусловно, это все интересно, познавательно. Каждый год мы повышаем свои знания, узнаем что-то новое. Конкурс проводился в этом году в 9-й раз. И из года в год он неизменно пользуется большим интересом среди сотрудников, мотивирует их к соблюдению условий охраны труда. Строгое следование инструкциям, техническим регламентам – важная составляющая корпоративной политики и производственной деятельности предприятия. Это повышает квалификацию. Это очень важно. Нас всех дома ждут семьи. Среди заданий – теоретический тест на знание правил безопасности труда, конкурс «Найди нарушения», практические задания на знание средств индивидуальной защиты и умение ими пользоваться, а также конкурс по организации безопасного рабочего места. Кроме этого, участники должны были продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи. Участвую первый раз, поэтому очень волнительно. Ну, вообще интересно, конечно. И я думаю, что это надо, конечно, проводить почаще, как бы собираться с каждой станции, знакомиться, вот, что-то от чего-то учиться. По итогам соревнований победу уверенно одержала команда НПС-21. Второе и третье место у НПС-7 и БПО Нейрингри. Переходящий кубок за лучшие показатели в области охраны труда по итогам 2023 года достался коллективу головной нефтеперекачивающей станции «Тайшет». Конкурс «День охраны труда» является важной частью кадровой политики нефтетранспортной компании. Он помогает формировать культуру высокого уровня производственной безопасности и содействует сплочению коллектива. Роль культуры безопасности в производстве сейчас набирает большие обороты, поскольку деньги вкладываются в развитие оборудования, обучение персонала очень огромные, но культура строится еще и на взаимоотношениях.
То есть это психологическая роль, когда персонал с друг другом общается, когда персонал видит плакаты безопасности, видит внимание руководства к аспектам безопасности. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Госсобрании ЛТУМН обсудили вопросы новых законопроектов. Расширенное заседание прошло под председательством руководителя Постоянного комитета по госстроительству и законодательству Афанасия Владимирова. На повестке дня рассмотрели проект об утверждении членов Общественной палаты региона, обсудили выступления об итогах прошлогодней работы комитетов, а также ознакомились с докладами о внесении изменений в закон республики. Я приняла участие, свое мнение высказала по вопросу доклада Совета Конституционного. И эти доклады дают возможность всем нам задуматься над всеми нашими принятыми решениями на уровне правительства нашей республики, ну и, конечно, законодательного органа. Это законы, которые должны работать во имя и благо человека труда. Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий продолжается. Якутия в этом году представляет 67 объектов из 17 муниципальных районов. Как изменятся городские территории в 2025 году, обсудили на совещании с первым зампредом региона Дмитрием Садовниковым. В ходе встречи отметили, жители Якутии голосуют активно, больше всех проголосовали в Верхневилюйском районе. При этом есть и отстающие по количеству голосов. Это районы с большой агломерацией: Нерюнгринский, Ленский и Якутск. Напомню, за последние 5 лет в регионе облагоустроено 68 общественных пространств и 144 дворовые территории. Проголосовать может каждый до 30 апреля на сайте 14.городсреда.ру. Для выполнения этой работы мы должны выполнить ряд требований. Это по голосованию, по вовлечению общественности. Эта цифра для нас 88 200 с лишним человек. И сегодня районы и муниципальные образования, некоторые, понимая это, уже этот план выполнили. И сегодня мы уже видим, что работа начата, и призываем, пользуясь случаем, муниципальное образование, которые уже вовлечены и включены в список на активное участие. Разрисованные стены, сломанные дверные ручки, треснутые стекла. В Ленске участились случаи вандализма на теплых остановках. Хулиганов не останавливает даже камеры видеонаблюдения, установленные внутри и снаружи обогреваемых павильонов. В проблеме разбиралась Светлана Балеева. На теплой остановке в центре города около почты вандалы выломали ручки, сломали потолок, подожгли датчик пожарной безопасности, вырвали доводчики. И это не говоря уже об оставленном мусоре, в котором буквально утопает павильон. Очень хорошо, что теплые остановки есть. Очень удобно ждать, тем более, что иногда приходится ожидать до 30, а то и часа. Очень грязно на остановке. Часто уезжаем, люди даже не обращают внимания. Ручки выломали. Что делается дальше, неизвестно. Конечно же, все это проделки подростков. Их неоднократно запечатлели камеры видеонаблюдения. В городской администрации отметили, что они, конечно, привели павильоны в порядок, но надолго ли? Ведь сохранность имущества зависит в первую очередь от самих ленчан. Все это совершается явно на глазах других жителей, которые могли бы в свое время остановить подростков, объяснить, что это наше общее с вами достояние. Хотелось бы следующие остановки, которые мы будем ставить, чтобы уже не приходилось тратить деньги на восстановление вместо того, чтобы покупать еще дополнительные, а нам сегодня с вами требуется в отдаленных микрорайонах, в том числе на автостанции, в микрорайоне Разведчик, чтобы были теплые остановки. А мы сегодня будем вынуждены тратить средства на восстановление этих. Этот остановочный павильон был сдан в аренду предпринимателю города, но он не выполнил обязательства, данные при заключении договора аренды. Много мусора, не убирается, помещение. Мы на сегодня с ними расторгаем отношения, объявляем конкурс и будем заключать с другим предпринимателем, который будет содержать. Сегодня администрация Ленска всячески старается для жителей города. Зима у нас суровая, температура может опускаться до минус 40 и ниже. Теплые остановки предназначены для того, чтобы нашим горожанам было комфортно, тепло ждать общественный транспорт. Глава города отметил, что этот факт вандализма не останется без внимания и будут приняты соответствующие меры для привлечения нарушителей к ответственности. Такие хорошие объекты появляются, а отношения не совсем подобающие. Так что, конечно, хотелось бы обратиться, пожелать всем нашим ленчанам, если мы видим такие случаи, обязательно реагировать на эти вещи, чтобы
дольше новые объекты радовали глаз горожан. Тех, кто стал очевидцем факта нарушения общественного порядка, также вандализма в теплых остановках, власти города просят сообщать обязательно в полицию. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Ежегодно 12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в эту дату, в 1961 году, советский летчик-космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. Его продолжительность составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал связь с Землей, вел наблюдение в иллюминаторе и контролировал работу систем корабля «Восток-1». Накануне в праздничный день президент России Владимир Путин присвоил звание героев страны космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Высшие награды, как сказано в документе, присвоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на космической станции. Профессия космонавта достаточно сложная, она при этом требует определенных навыков и знаний, как, впрочем, и любая другая специальность. В ее освоении помогают специалисты и ярмарки вакансий. Одна из таких работала в Якутске. Какую профессию там можно было получить, узнавал Александр Хавренко. В этом году в Якутии зарегистрирован исторический минимум по количеству безработных. Для трудоустройства якутян в республике действуют различные программы и проводятся мероприятия. Одно из таких – это региональный этап всероссийской акции «Трудоустройство. Работа России». Безусловно, ждем эффекта самого главного, это чтобы наши жители нашли возможность трудоустроиться, нашли возможность реализовать себя, и каждый работодатель смог найти того самого нужного для себя сотрудника. Вот такого формата мероприятия, когда может быть открытый диалог соискателя с работодателем, он дает еще больший эффект, и мы, получается, достигаем тех результатов еще эффективнее. На ярмарке представлены вакансии предприятий, работающих в таких сферах, как медицина, транспорт, силовые структуры и производство. Ну и, конечно же, промышленный сектор, где одним из главных работодателей в Якутии является группа предприятий «Алроса». В том числе головная компания «Алмазы Анабара», ЕПТА, «Алмаздортранс», «Алроса спецбурение» и другие. Компания «Алроса» заинтересована в специалистах, прежде всего, основного горно-обогатительного профиля по рабочим специальностям проходчиков, механизаторов различной техники, слесарей по обслуживанию автомобилей и оборудования. Нам нужны инженеры также горного профиля, а также конструкторы, сметчики, специалисты по надежности, по планированию. Спектр профессий, востребованных в компании, очень широкий. Идет подбор кадров из различных регионов нашей страны, но в первую очередь из Республики Саха. Мы заинтересованы именно в трудоустройстве местного населения. Большим блоком на ярмарке представлена сфера образования. И это не только вакансии в учебные заведения. Ведь именно Министерство образования отвечает за профессиональное обучение и подготовку кадров, а также будущих специалистов. Так как мы готовим кадры, то, конечно же, мы представлены здесь нашими выпускниками. 33 средних профессиональных образовательных учреждения направили своих выпускников этого года для того, чтобы на этой ярмарке каждый из них мог выбрать себе профессию по душе и, конечно же, предприятие, организацию, где в будущем он будет работать. Свободных вакансий на рынке труда в Якутии достаточно. Главное – сделать правильный выбор и найти себе дело, которому готов посвятить себя полностью. Власий Сергеев, Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские кикбоксеры выявляют победителей и призеров турнира памяти Альберта Иванова. Борьба за лавры первенства проходит среди взрослых и юношей в 8 весовых категориях. Подробности расскажет Дарья Короленкова. Турнир собрал на ринге спортивного комплекса «Юность» около 80 участников из Якутска, а также из Хангаласского, Усенского и Намского улусов. Бои проходят в формате 3 раунда по 2 минуты. Организаторы отмечают высокую явку спортсменов. Для республики это очень большой показатель, так как уже давно по кикбоксингу столько участников не собиралось. Участвуют взрослые и юниоры.
Определение сильнейших проходит в дисциплине лоу-кик. В поединке данной категории разрешены удары ногой по внешней и внутренней сторонам бедра. При этом нанесение ударов в колено или в икроножную мышцу запрещено. Несмотря на это, у участников имелась возможность продемонстрировать весь боевой арсенал. Занимаюсь сам кикбоксингом, можно сказать, с первого курса, прям, чтобы выступать на соревнованиях. Года 2, значит, уже. И коронный удар я бы назвал в голову, в корпус и боковой в голову. Моя любимая комбинация. Так как кикбоксинг является одним из самых жестоких видов единоборств, на поединки спортсмены выходят в защитной экипировке. По кикбоксингу 2 года уже не выступал, но думаю, за 2 года мы покажем нормально. Расскажи, вот что на твоих ногах? Это защита для голени, для подъема стопы, щитки так называемые. Чтобы не травмировать, поролон, скорее всего, не знаю, покрытие какое-то кожаное. На соревнованиях выступают и девушки. В мире единоборства они чувствуют себя уверенно, ничем не уступая мужчинам. Этот спорт значительно повышает уверенность в себе, укрепляет силу характера и физическую выносливость, стабилизирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Я считаю, что кикбоксинг – это не только мужской вид спорта, потому что и девочки могут сильно бить. И этот спорт очень красивый, интересный. В рамках первого соревновательного дня будут выявлены все пары финалистов в 8 весовых категориях. Ну а поединки за золотые медали пройдут уже завтра. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Участники культурной программы торжественного открытия спортивных игр «Дети Азии» выйдут в красивых нарядах. Костюмы будут отшиты местными цехами. Так, сейчас швейно-производственная компания уже выполнила половину заказа. Мастерицы цеха имеют опыт. В 2016 году они работали изготовлением костюмов 6-х игр. В этот раз работу начали в декабре и уверены, что к указанному сроку все отошьют. Отрадно, что швеям-мастерицам помогают студенты техникумов и колледжей. Ну а на открытии игр «Дети Азии» будет раскрыта тема Арктики, быта и обычаев коренных народов. Поэтому костюмы шьют из специальной ткани, передающей цвет северного сияния. В 2016 году мы тоже выполнили заказ на «Дети Азии». Это был наш первый опыт. В данное время у нас работают около 50 человек, и в том числе и студенты наших колледжей. Так, в данное время мы закончили первую партию. По приглашению футбольной школы «Спартак Юниор» в Якутск приехали специалисты с Центральной академии клуба, спортивный психолог Маргарита Дроздова и тренер-методист Алексей Лунин. В течение 2 дней гости проводили занятия и мастер-классы для спортсменов и тренерского состава школы. На одной из тренировок побывал и мой коллега Александр Хавренко. Многих любителей футбола интересует вопрос, когда же в Якутии появится свой профессиональный клуб. Но профессиональные футболисты не появляются по щелчку пальцев. Для того, чтобы вырастить профессиональную команду, начинать надо с самого раннего детства. Именно этим занимаются специалисты Академии «Спартака». Алексей Лунин имеет за плечами большой стаж тренерской работы. С 2017 по 2022 год он был наставником молодежного состава «Спартака». А сейчас работает тренером-методистом в Академии красно-белых. В Якутск Алексей Леонидович приехал, чтобы поделиться своими знаниями и умениями с юными футболистами. Все должно быть поэтапно. Мы говорим с этапа начального обучения, на переход на специализацию углубленную и так далее. И уже там этап совершенствования спортивного мастерства. Все этапы нужно пройти обязательно. Очень редкий случай, когда кто-то приходит поздно в футбол и заигрывает на высоком уровне. Поэтому везде базовые основы должны быть заложены, согласно так называемых сенситивных периодов. Периоды, когда что-то необходимо развивать наиболее, скажем, целенаправленно. Кирилл Бутаков уже ветеран футбольной школы «Спартак Юниор», в которой он занимается с первого дня ее основания, без малого 5 лет. И для него приезд именитого тренера – это важное событие в спортивной карьере. Это опыт в первом. Во-вторых, это тоже развитие. Получаем новые знания, технику улучшаем, передачи, новые комбинации и так далее. Во время выездных мастер-классов важно работать не только со спортсменами, но и с тренерским составом, чтобы те в дальнейшем могли работать с футболистами по его рекомендациям и методикам. Думаю, я надеюсь, что у ребят внутри
очень много эмоций, но все равно же они должны оставаться хладнокровными в тренировочном процессе, так как если они будут, над ними будут преодолевать эмоции во время таких событий, то тренировочный процесс у нас немножко пойдет не по плану. Поэтому ребята полноценно сконцентрированы на сегодняшней тренировке, полностью хотят перенять опыт от многоуважаемых наших тренеров Академии, поэтому, думаю, надеюсь, у нас все сегодня получится отлично. Руководство школы планирует и в дальнейшем привозить для своих учеников лучших наставников, чтобы через несколько лет якутские футболисты пополнили молодежную сборную клуба, а затем и основу «Спартака». Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.